юбилею Владимира Ильича Ленина, нашего великого земляка, я вынужден, почему? Потому что и губернатор это помнит, руководство района, Сарманского района, попросили помочь восстановить памятник Ленину. Ну, естественно, мы приехали, постучали, посмотрели, поставили лестницу. Он в буквальном смысле настолько износился, он уже трясся. Ну, вы его отреставрировали? Ну да, вернее, не отреставрировали. Ага. Мы его подцепили тросом, стянули. От этого памятника 3,5 метра осталась только щека Ленина. Так. Из этой щеки я восстановил этот памятник, вылепил 3,5 метра, отлили, отформовали. Ну, естественно, рассчитали нас, наши прямые расходы компенсировали. Так, ну о расходах не будем говорить, потому что немножко эта тема... Ну, понятно, это не коммерция. Это не коммерция. Поэтому мне было приятно, что доверили именно мне, потому что мы все ленинцы и не перестали быть другими. Мы такие же, мы ценим, любим. Ну вот я у вас вижу на груди медаль Ленина. Это что за медаль-то? Ну да, Академия приготовила за этот памятник. Это вам сегодня? Да, сегодня вручили. А, так вам надо было приехать обязательно. Да, удостоверение, в смысле, вот, Ерагин буквально, он еще горячий, понимаете? Горячий. Тогда от зрителей Самана ТВ мы сердечно вас поздравляем. Спасибо. Спасибо. Так, а какие дальнейшие планы? Без планов вы не живете, у вас куча книг, вы целую охапку книг тут раздарили людям, которые сидели на президиуме. Олег, дорогой, ты мой друг, товарищ, коллега. Ты меня понимаешь лучше, чем другие. Почему? Потому что ты такой же волжский болгарин, как и я. Ну да. Какие могут быть планы у волжского болгарина? Это подъем национальной культуры болгаро-чувашского народа, естественно, чувашского, так, как мы говорим. Поэтому мы на этом стояли, стоим и будем стоять, как Ленин говорил. Поэтому Ленин тоже наш. У меня это никто не отрицает. Такой: стой на том, на чем стоишь. Конечно. Это сила твоя. Конечно. Правильно. Потому что мои года уже менять свои цели, задачи уже поздно. И ни к чему, потому что меня уже не переделаешь. Нас вылепили таким ленинцем, яковлевцем. Вот сегодня едем, значит, на автобусе, две женщины разговорились. Вот Яковлев это говорил, то говорил. Я вынул тоже книгу, они посмотрели, полистали, сказали: извини, сынок. Мы, говорит, думали, вот ты на русском разговариваешь здесь вроде, нам объясняешь, чуваш, мол... А дедушка-то непростой, оказался. А потом все это были, я эти книги показал, они говорят: молодец, вот есть еще у нас люди настоящие, которые на самом деле... Потому что у нас вот эти цели, эти задачи, потому что ничего другого нет. Поэтому пока есть силы, знаешь, мы будем идти дальше, на подъем чувашской национальной культуры, на подъем самосознания. Так, а вот рядом писатель Дадюков. Сколько вы книг за этот год или за прошедший год выпустили? Больше 10. Один выпустил штук 7 и совместно еще 6. То есть в итоге тоже 13, как и Николай Григорьевич. Контора пишет, контора работает. 33. О, я 13. Ты же молодой, у тебя все впереди. Ну, смотрю, у вас также медали тут висят. Вы что, тоже герой? Насчет, что за медаль? Так, насчет этой медали сказать. Один значок — это Союз советских офицеров. Я как офицер военно-воздушных сил, имею офицерский рядом по борьбе с терроризмом. Нам эта медаль... В Чувашии тоже не все спокойно. И по борьбе с терроризмом, чтобы вот это дело, я был соучастником одной операции, и нам из Москвы, это награда московская, совместно с Министерством обороны. То есть вы боретесь с терроризмом? Ну, да, и по Чувашии немного на корню сразу. И эта медаль, они номерные, я думаю, такие Чувашии заслужили 5 человек, в том числе и я оказался. Так, ну, опять повод обратиться к зрителям Самана ТВ, чтобы вас поздравить.
Спасибо, спасибо. Я всегда за великие России, за великие Чувашии всегда готов служить. Ленин жив, Ленин будет жить. Вот о чем мы говорили, вот этот, Олег я вот Владимирович, этот. да. Смотрите, Я вот вот он, этот. тот самый Ленин. Да. В смысле здесь мы немножко рассмотрим, давайте, Олег, подожди, сейчас я Вот тут целый лист. Я видел. Сейчас мы покажем основные работы. Это буквально в течение года, которые сделаны. Это уже шедевр. Эта работа в ближайшее время будет установлена Как я в понял, в городе Шумерле. Это кто, кому это? Это Афганцы? воин-пограничник. Отлично. Так, идем дальше. Значит, ты вот это подожди, Юра, не суетись. Ашмарин. Ашмарин уже ждет, дожидается третий год в коридорах мастерской. Да. Сегодня мы договорились, нашлись заинтересованные люди, которые будут это продвигать. Лев Пантелеймонович Кураков в прошлом году пообещал, но так сложилось, что его не стало. Я так жалею об этом. Царство ему небесное. Да, он бы уже стоял. Вот истинный человек, с которым мы встретились буквально в начале октября, и в течение 2 месяцев 2 памятника установили. Николай Григорьевич, я помню, я выпускал фильмы о вас. А вот этот Ашмарин, он же мог бы, скажем, оказаться где-то здесь, Чувашская национальная библиотека, где он же словарь составил Ашмарина. Ага. Он мог бы прекрасно... Ты что? Великий Катрак, который мы предлагаем тоже для столицы Чувашской республики. Потому что основоположник Волжской Болгарии, Катрак, должен стоять именно в Чувашии. Именно мы об этом говорили, Николай Григорьевич. Именно Чебоксар. Мы обычно говорим... Вот, но место-то ведь не нашли, в конце концов. Дело не в месте, дело в самосознании руководящих органов, понимаете? Потому что они не принимают. Мы, кстати, академики, Николай Григорьевич, вот сегодня удивительно съезд академиков чувашских наших национальной академии, члены академии, подняли удивительный вопрос о том, что руководство республики живет своей жизнью, со всеми своими министерствами. Национальная культура их абсолютно не интересует. А Чувашская академия живет сама по себе, как колхоз. Вот это и огорчает. Олег Владимирович, на самом деле вы вот патриот, вы больше понимаете, вернее, вот эту проблему, чем руководство Николай Григорьевич, как республики, вы, надо искоренять надо поднимать вопрос на эту тему. Правда, на академии надо? Уже подняли, уже сегодня. Нет, сегодня это было сказано, и я Вы опоздали. в своем интернет-вещании вот этого сейчас вопрос поднимаю. На часа 2. Один из героев, который мы в этом году вылепили. Опять? Убиватору. Вот так немножко держи. Вот так, понял. Вот так, да, потому что Да, понял. он Так, отсвечивает. Николай Григорьевич, давай что-то новенькое, потому что в интернет-вещании у меня все это... Вот смотри. Вот работа. Это инициатива Куракова. Так. Льва Пантелеймоновича. Это Вот молодец. выходило, да. Вот человек говорил, не надо вибрировать воздух пустыми словами, Да, нужно делать конкретные дела. Это теперь для меня стало лозунгом. Я это всем говорю, ребят, не надо пустые слова кидать, надо делать конкретные дела. Вот сама здесь наш. Вот это яркий... Кураков услышал, что у меня памятник Пушкина в мастерской стоит. Он говорит, давайте установим, Николай говорит, давайте всех удивим за короткий срок. Мы в течение 2 недель его установили. Потом мы через 2 недели установили еще один памятник. Это одному из выдающихся чувашских сыновей, Кокелю, который мы должны были установить 10 лет тому назад. С главой администрации Николаем Ивановичем Глуховым договор подписали. Но Николая Ивановича забрали министром экологии, потом другие пришли. И она таки еще 10 лет прошло. Вот стоит этот памятник. Кокелю, я выпустил фильм. Здесь Кураков. Вот он. И в Ютубе можно смотреть. Здесь депутат Госдумы Леонид Ильич Черкесов, он поддержал эту идею, молодец. Потому что есть люди, которые понимают, в руководстве побольше таких людей, понимаете? Потому что мы дальше будем... Дальше нет, Смирнов. Дальше мы будем работать именно в таком направлении. Есть депутаты, есть инициаторы, мы сойдем, составим инициативную группу. Так, Николай Григорьевич, дальнейшие, значит, какие у вас планы?
На кого? Планы. Сегодня мы Юрий. договорились, нашелся инициатор Мранька, Никифора Мранька. Мараньков давно надо. Вот. Его обязательно установим, потому что люди серьезные. Депутат, кстати, оказался. Визитками обменялись. Да, сам, вот Спишемся, встретимся в Козловке. Я там бывал. Я там 10 лет Вообще, назад был, хотел выставить Николай Григорьевич, первому герою Чувашской республики. Николай Григорьевич, Будякову. давайте-ка вспомним о Маранькове и скажем так. Дело в том, что когда его 3 тома... Вот, значит, это самый шедевр. Юра, дай мне Это сказать мои слово. предки прямые. Это мой Николай отец, Григорьевич, бабушка, дед. Николай Григорьевич, когда книги вышли, романы Маранькова, появилась в обществе мысль, что сам Мараньков своим искусством, писательским, творческим трудом приравнивается русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Вот, правильно, да. Вот эту тему, Я так и полагал. но Почему? Маранькова мы на многие годы забыли, Забыли? умышленно забыли, Конечно, забыли. Почему? Потому что потому что в их образе, в прошлом их образе, их вот это национальном патриотизме меркнут наши руководители республики. Вот я так думаю. Потому что куда смотрит объектив? через эту только через эту призму, через это высказывание хочу сказать свою шедевральную мысль. Я не знаю, вы согласитесь или нет, потому что эта тема глобальная. Я сам так думаю. Да. И эта тема политическая. Очень. Потому что речь идет о сохранении чувашской нации. Ну, Как- на грани гибели, если... Да. Ну, конечно, одним словом именно так и стоит. Да, кто-то... Это же проблема, черт побери. А для чего же мы ругаемся иногда, цепляемся Да. и говорим, может, не столь приятные слова друг другу, потому что без этого не бывает. Это война, надо подниматься, мы И- переживаем, страдаем. Чувашла глаза Магарма Надя Чизибамаща. Надо нам Магарма, всё, глаз народа. Это вот появилась книга двухтомник, рассказывай. именно об этом говорит. Это «Дикое поле». Вот Да. «Дикое поле» можно Сильный ответить? фильм. Это я писал 10 лет. Коротко Здесь, расскажи, через пожалуйста. Семиселье, те, которые в русском анклаве Симбирской губернии сохранились, чувашские деревни, Семиселье, это 3 Старый Алгаши, и Тимирсян. 3 Тимирсяна и Богдашкина. Да. Это моя родина, малая родина. мы оттуда. Поэтому я свое творчество начинал именно в своей малой родине. Десятки памятников были раздарены еще в студенческие годы. И на сегодняшний день, вот в этом альбоме, более 100 памятников, понимаете? Твоего Почему рода. здесь вернее, буквально, типографии, мне говорят, ну, альбом был вроде творческий, ретроспектива, слишком официально некрасиво, давайте дадим название конкретное. Я говорю, конкретно, я говорю, что можно сказать? Тут Волжский болгар, ну, пишем Волжский болгарин. Я говорю, все, согласен. Мы есть хлопцы. Потому что, да, редакторы. Что там Болгария есть. Так, Но от Кубрата Николай Кубрата Георгиевич, остались. так, вот у вас уже как Святая Троица. Представься. Представьтесь, пожалуйста. Кирюш Николай Николаевич, краевед, путешественник, побывал в 15 местах, где... Подожди, не так Кирюша коротко. Николай Николаевич. Откуда вы приехали? Да, с Симбирская, с Ульянска. Ага, Вот понятно. краеведа, 3 книги написал. Побывал в 15 местах, где болгар и чуваш проживали. Был у Кубрата, где похоронен, и где он царствовал, это Сенное. Где Олег Владимирович, Тамань. это мой непосредственный Тамань, помощник. да. И побывал вот еще в этих вопросах. в 60 местах по России, по Украине, так, по историческим местам побывал. Смотрите, и вот ездил по школам, 45 школ были, вот мы, Григорьевичем, там и другими друзьями, вот, 45 школ, доказываем, что это самое про болгар-чуваш, где, как они, где жили, что, все такого. Представляете, это вообще занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Вот, в России, считай. Вот. Ну, это важно. И, Вот, стараемся, значит, ваш народ, Я чтобы вообще- знали молодежь, и чтобы знали, вот, и я, конечно, Чтоб не забыли. не могу себя посчитать тем политиком, но то, что мы хотим что-то сделать сегодня, мы должны оставить для потомков. да, Вот это важно. Олег Владимирович, смотрите, вот то, что мы все делаем здесь, и Да, тоже Юрий Дадиков. Юра, вот, Да, наш да. коллега и друг, Не посторонний. Николай Николаевич, мы делаем одно дело. Значит, мы, как говорили, сейчас поднимаем
самосознания чувашского народа. Значит, эта книга тоже об этом же, потому что это второй том «Дикого поля». «Дикое поле» мы все, вот выходцы из «Дикого поля», понимаете, это первый том, это второй том. Потому что реквием это вот именно это слово приходит подсознание, вернее, говорит об этом. Я здесь констатирую факт, то, что реквием это значит торжественное о горьком, о печальном, понимаете? Торжественное о печальном. Потому что мы пишем о вымирающем чувашском народе, вернее, попытаясь что-то сохранить, вернее, этим мы пытаемся сохранить историческую правду о чувашском народе, потому что это уже конкретные, когда-то пройдет каких-нибудь немного времени, нас не будет, ничто не вечно, эти книги будут эксклюзивами, вернее, артефактами той истории, уходящей, понимаете? Мы понимаем, многие говорили «уходящая Русь», многие великие писатели, художники, Рерих в том числе, писали, они говорили об этом. Мы, чуваши, сегодня говорим именно точно так же, но о чувашском народе, о чувашской культуре. Естественно, о культуре и истории Волжской Болгарии. Поэтому ничего для нас нового нет. Поэтому вот мы на этом. Сзади, за спиной вашей, вот она вся картина Волжской Болгарии. Наш Аксакал. Это тоже, это тот самый реквием, вот, о чем говорил наш учитель. Как было в старину, 100 лет назад, Так, как это было? Олег Самана, это сделано, написал эту картину товарищ, народный художник Владимир Агеев, всеми известный Аксакал. Это величайший шедевр. Да, это великий. И это по тематике, это Нацпи поэме, и здесь самого автора он увековечил. Я вижу, узнаваем. Иванов, да. Иванов. И это, видишь, как актуально смотрится. Видишь, какие красавицы Волжской Болгарии, женщин, настоящие амазонки. Они такие были. Увековечил на века. Он еще здравствует. Мы с ним общаемся иногда. И к вашему сведению, скоро будет у него юбилей. Сколько? Он 32-й год, на следующий год. 90 лет. Юра, напомни. Как ты же апрельский. Здесь, значит, только что поговорили о самом главном. Самое главное, это для нас остается, был и есть, это, значит, сохранение чувашской культуры и сохранение памяти Страна наших грез. чувашского народа, да. Я позволю себе подарить эту книгу моему другу Олегу Владимировичу Самана, потому что время идет, время оставляет новые следы в культуре своего народа. Вот, поэтому мне приятно подарить эту книгу именно тебе, Олег Владимирович. Спасибо. Так. Можешь снимать вас? Мы тебя потом снимем несколько минут. Так Спасибо. что получай, родной. Потом снимем, да. Вот это выпрошу. Дай, пожалуйста, я тебе другую книгу дам. Мне. Эту книгу, знаешь, первый том сегодня попадает в руки моего друга Юрия Витальевича Чудай, Юрия Чундаш. Витальевича. А реквием мы отдадим моему другу О, Николаю у Николаевичу. него даже нет этого. Фото на Как память. же, конечно, как же. Каждой сестре по серьге. Да. Каждой сестре по серьгам. Да. Не уходите, не уходите. Так. У меня две книги есть. Я их Ну, подарю. давайте я вас... Самана, Коль у нас спасибо. такой... Значит, мы... У меня две книги, я буду знал. Поменяемся. Да. Так, Юлдашем, есть... Вот здесь очень уникальный случай. Что в интернет пойдет. Мы все трое чундаши. Ты стань там с ними. А не надо. Нет, ты сам стань. Потом в конце его 5 минут снимем. Да. И мы... он сказал, Николай Кирюшин, он объездил полстраны, он Да, тоже больше. чундаш, он путешественник. А мы с Николаем Григорьевичем
Кондрашкиным. Полсвета ездили. В полсвете 5 раз были вместе. Да. И брали и Фанагоре, и Севастополь несколько раз брали. и Везде и бывали, Дербент кроме брали. Болгарии вместе. Но это еще наше время. Но впереди. Да, все впереди, еще не вечер. Вот, тем более в прошлом году был 30 лет у нас, это круглые даты, как чундаши организовали. Чундаши это души путешествий, по святым местам великих болгар мы ездим. И мы с великой нашей современницей Раисой Сарбе решили выпустить, вот, собрали сборник документов о поездке, высказывания. Так. И выпустили вот эту Юрий книгу. Витальевич, первую книгу я уже освещал в интернете, а это вторая часть? Это не вторая часть. Продолжение? Это та самая книга, но это для моих друзей. Они не получили. Нет, обложка другая почему-то. Нет, то же самое. То же самое. Значит, им будет приятно. Понятно. Потому что и тебе Это в чужих руках тоже, кажется. Ближе. Значит, здесь и слова Кирюшина есть, у тебя большую статейки есть, и фотографские есть. Давай, Я дорисуй думаю, эта книгу. книга... Там есть моя статья. Да, и статья есть, здесь моей нет? и памятник есть. Ну да. Да. Мои работы есть здесь. Да. И поймите, это первая книга, во второй это книге мне всё приятно. будет. Вторая книга будет. Исходя из этого, здесь самое ценное, видишь, где только мы не были, Азия, Европа, покорили. Да, везде. Это наши великие государства, великие Болгары. Да, Мы их До новой земли. Да, до новой Да, земли. От Это самое моря главное. до моря, от Карского Тобой моря не зря до же. Тихо. И это до Каспийского моря. Это великие книги, считаю. Мы его еще посвятили нашему предводителю Олегу Цыпленкову, когда ему 60 лет был, в столетие Чувашии посвятили, и 30 лет нашей поездка по великим этим местам. Кескеен. И вот эта книга заслужит 2 чундаша. Вот здесь заснял. Первый заслужит наш Николай Григорьевич, автор всех проектов. Николай Григорьевич Кондор. Так, и наш великий путешественник, чундаш Николай Киркишин. Они 2 Николая, они 2 патриота. Сейчас надпись дарственная получится. Все. А Болгария нас называет я Николай I, для них, вернее, который приезжал из делегатов. Есть Николай II, который из Башкортостана, Игнатьев Николай, понимаете? А Николай Николаевич должен был Николаем III, никак не получилось выехать вместе с Болгарией. Они ждут, где же Николай III? Мне что еще нравится? Они ждут, на самом деле, потому Мы что... истинные патриоты, я считаю. Да. И вот такие книги, если мы выпускаем еще, Чуваши не умрет.